Заключенные исправительной колонии номер 1 в Якутске, недовольные условиями содержания, жалуются на холод в местах заключения, на отсутствие теплой одежды, своевременной медицинской помощи и о случаях превышения полномочий со стороны надзирателей. В знак протеста несколько заключенных зашили себе рты. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева посетила колонию, осмотрела каждую камеру и поговорила с каждым человеком. Выслушав их, взяла все жалобы на личный контроль. Все голодающие сегодня прекратили забастовку, принимают пищу. И надо сказать, что планируется тоже прием тех граждан, у которых еще, возможно, остались вопросы. Действительно, места лишения свободы – это то место, по которому, действительно попадать не по доброй воле. А с другой стороны, есть, конечно, определенные права, которые тоже должны соблюдаться. Закон есть прописанные правила, как для заключенных, так и для тех, кто над ними надзирает. И их требуется соблюдать, чтобы таких инцидентов не происходило. В колонии проводится проверка прокуратуры. В адрес уполномоченного по правам человека обратился коллектив больницы, которую жители Якутска привыкли называть Ефановской. Коллектив глубоко обеспокоен ситуацией, которая сложилась в их поликлинике после перехода в подчинение Министерства образования и науки Российской Федерации Якутскому научному центру. Новое руководство начало перестройку больницы под научный центр без согласования с коллективом больницы. Поменяли устав, начали производить ремонт в поликлинике под лабораторией научного центра, произвели сокращение штата поликлиники и ее отделений. В первую очередь это коснулось отделения гинекологии. Осталось лишь 5 коек по сохранению беременности. При этом прикрепленные пациенты поликлиники оставались в неведении того, что идет перепрофилирование поликлиники, а точнее ее закрытие, что влечет за собой снижение заработной платы работников и перехода пациентов в другие медицинские учреждения. Из 10 тысяч прикрепленного населения 6 тысяч – это женщины. Из них 5,5 тысяч репродуктивного возраста. В основном женщины, пытающиеся сохранить беременность. У нас ведется совместная работа по проверке с прокуратурой города Якутска. И полагаем, что Якутскому научному центру в лице Лебедева Михаила Петровича в ближайшее время, и об этом в моем выступлении было сказано, я еще раз хочу сегодня обратиться к руководству Якутского научного центра СОРАН, в ближайшее время обеспечить принятие приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о передаче Якутской и Ефановской больницы в свое ведение. Иначе практически с 1 января мы увидим полную ликвидацию этой больницы. На заседании Президиума Якутского центра СОРАН Академии наук, в котором участвовала уполномоченная по правам человека, принято решение о сохранении поликлиники и выход ее из состава Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Но это на бумаге. Коллективу поликлиники придется отстаивать свои права и права пациентов. Если до 20 декабря не будет издан приказ Министерства образования и науки России, на основании документов, которые должен предоставить коллектив поликлиники, то и Ефановской поликлиники больше не будет. Жильцы дома Очиченко, 28 переехали в маневренный фонд. Светлые теплые квартиры нашлись в новостройке по улице Бабушкина. А произошло это лишь после вмешательства в ситуацию уполномоченного по правам человека и прокуратуры города Якутска. История дома по адресу Очиченко, 28 получила резонанс после коллективного обращения жителей на горячую линию уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Этот дом в буквальном смысле сошел с оклада и находится в шатком состоянии. В доме перекосило все от лестницы, стен и пола. Потолок может обрушиться в любую минуту. Специалисты не берутся делать какие-либо прогнозы. После обращения в скором порядке было проведено заседание ГОЧС, на котором принято решение об укреплении дома. Однако управляющая компания отказалась от этой работы, да и сами жители были против, потому что укрепление планировалось проводить без переселения собственников, то есть подвергнув их жизни опасности в случае обрушения дома. Судьба всего дома повисла в воздухе. Прошел не один ряд заседаний с привлечением всех ответственных, от специалистов ДЖО и управы округа до
сотрудников прокуратуры и жилнадзора. Жители настаивали на переселении. На предложенный им ДЖО маневренный фонд в виде общежития по улице Лонгинова они отказывались. Тогда уполномоченный Сардана Гурьева инициировала прокурорскую проверку всего маневренного фонда города Якутска на наличие свободных квартир. И они нашлись. Для жителей все закончилось благополучно. В маневренном фонде они будут проживать в человеческих условиях до момента их переселения в новые квартиры на постоянную основу. Конечно, жильцы довольны переехать с этого дома в более, конечно, нормальный дом, который не будет там сыпаться. Вы же видите, полы неровные, все неровное, неизвестно, когда засыпется этот дом. Естественно, люди довольны, что переезжают и живут в нормальных условиях. Ну, с одной стороны и довольны, а с другой стороны мы бы хотели, чтобы уже сразу в свою собственность, а не какое-то временно, а потом куда закинут, еще неизвестно и когда закинут. Сейчас на 628 аварийных дома в столице Якутии 10 находятся в тяжелом положении, под угрозой жизни собственников. По решению жилищных проблем жильцов Чеченко 28, там сейчас идет 2 этапа. В связи с тем, что действительно возникла реальная угроза жизни граждан, а это было подтверждено актами управления стройнадзора, значит, пока происходит переселение в маневренный жилищный фонд. Действительно, мы с удовлетворением отмечаем, что жильцам улицы Чеченко 28 предложены комфортные условия проживания. Они в таких, конечно, помещениях не проживали. И ведь есть на сегодня органы власти определенные резервы по решению вопроса такого уровня. И второе, мы с вами знаем, что ожидается уже путем включения уже программу переселения из аварийного жилья по предварительной информации. Это 2019 год Департамента жилищных отношений окружной администрации города Якутска. Будет уже переселение, как они говорят, настоящие их дома, где они будут уже проживать постоянно, где будет определенные там уже требования соблюдаться законодательству по переселению. И, конечно, жильцы этого ждут нетерпением. Данное обращение жильцов к уполномоченному дало толчок к четкому взаимодействию исполнительных органов власти, и благодаря совместной работе разработан регламент и методы действенного решения проблем аварийных домов. Но собственникам жилья нужно знать, что только по законным документам на квартиры и помещения они могут рассчитывать на конкретную помощь. Прошел 3-й этап акции «Путь к дому» под названием «Путь к дому с Новым годом». В течение 2 недель постояльцы НКО и Центр адаптации Терех готовились к доброму подарку для всех жителей столицы Якутии. Бывшие бездомные залили каток на озере по улице Кальвица, построили снежную горку, сцену и несколько снежных фигур ради доброго предновогоднего праздника. Акция «Путь к дому. Новый год» прошла при поддержке уполномоченного по правам человека Якутии, окружной администрации города Якутска, компаний «Якутдорстрой» и «Горсвет» и СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия». Выводы акции «Путь к дому» и результаты акции таковы, что на сегодня мы видим взаимодействие власти и общества. И если мы работаем дружно, слаженно, помогая друг другу, мы можем сегодня решить многие проблемы на территории Республики Саха-Якутия. И этот праздник был настоящим. Был Дед Мороз, подарки и даже фейерверк. Спонсорами подарков выступили компания «Айгуль», магазин «Хозмаркет», «Ростор» и Якутский хлебокомбинат. Человек, он должен всегда помочь тому же человеку, в трудных при его обстоятельствах. Всегда мы хотим, чтобы в наши трудные времена рядом был какой-то свой родной человек. Даже если не родной, чтобы помощь какая-то была, И в целях этого мы, конечно же, оказали посильную помощь в этом направлении, И 7 декабря приняли активное участие в данном мероприятии. Мы предоставили определенное количество подарков в виде собственной продукции, то, что мы всегда делаем, Вот у нас свежая продукция ежедневно выходит на рынок города Якутска, пригородов и улусов. То же самое мы отдали им. На этом работа с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, не заканчивается. Напротив, это начало. Уже помощь оказана 140 бездомным, и данная проблема требует дальнейшего совместного решения. Уполномоченный по правам человека призывает к совместным усилиям всех органов власти. Все ведомства и управления должны более чутко работать с этой категорией граждан.
Управление образования администрации Якутска совместно с представителями общественности направило письма дирекциям школ с рекомендацией не допускать школьников на концерт ЛДЖ, который был запланирован в Якутске, поскольку репертуар исполнителя содержит матерную речь, может вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, табак, алкоголь и принять участие в азартных играх. В конечном итоге концерт был отменен в связи с угрозой срыва концерта по обоюдному согласию артиста и организаторов. Москва обеспокоена возможным проявлением цензуры, запрещенной Конституцией Российской Федерации в отношении музыкантов. Была направлена информация в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой о том, что цензуры в действиях кого-либо здесь на территории республики нет, не проводилось. И на сегодня, конечно, считаю, что и полагаю, что репертуар вот певцов и исполнителей такого рода, считаю, должен быть внимательно изучен. Есть ли в наличии такие песни, которые действительно направлены на то, чтобы наша молодежь была побуждена к другим каким-то негативным поступкам? Или это песни, которые сегодня вызывают, наоборот, к определенным таким положительным моментам? На российской сцене есть масса достойных музыкантов, которые пользуются ненормативной лексикой. Мат давно уже русский язык. Но когда он становится сутью, мат ради мата, это никуда не годится. Роскомнадзору следует выявлять подобное творчество в зародыше, а не по факту написанного заявления от обеспокоенного родителя. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни. Совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Прямые эфиры в интернете Сокруг ТВ – это доступность, оперативность и актуальность. Большая аудитория зрителей, компьютерная графика, онлайн с нескольких камер. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753-111. Эхо столицы. Польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Кто содержит социальные гостиницы и столовые? В Якутске ввели налог на собак и лошадей. Кто ест потроха на зло соседям? Во всех киосках горпечати с четверга.